ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Полиция Ухты расследует несколько дел о мошенничестве. 23 октября в дежурную часть поступило сообщение о девушке. Она попалась на удочку интернет-обманщика. Нашла в социальной сети продавца брендовых вещей и решила совершить выгодную сделку. Предприниматель заверил даму, что стоит ей только заплатить 3400 рублей, и она получит отличное пальто известного дизайнера. Только обновки ухтинка так и не дождалась. Продавец перестал выходить на связь, как только получил деньги. Подобные случаи не редкость, только за месяц в полицию поступило 5 заявлений. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы они более ответственно подходили к таким вещам, то есть перед тем, как произвести какую-то покупку, они проверяли предоставляемую им информацию. То есть перед тем, как переводить кому-либо деньги, хотя бы немножко почитать отзывы о данном магазине, о данном продавце и тому подобное. Если он уже до этого кого-то обманывал, он мошенник, то об этом будет в сетях интернета уже достаточно много сказано. Также в последнее время участились случаи обмана пожилых людей. Мошенники втираются в доверие к пенсионерам и предлагают им обменять деньги. Одна из легенд – денежная реформа. Реальные деньги мошенники меняют на купюры банка приколов, дубли. Обращений уже 5 всего за 1 месяц. Например, пенсионерка обменяла на обычную бумажку 80 тысяч наличных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует не терять бдительность, проверять документы пришедших медработников и социальных служащих. Помните, бесплатный сыр только в мышеловке. А для любителей легкой наживы небольшое напоминание: мошенничество карается законом до 12 лет лишения свободы.